Но знаете, я всегда встречаю здесь пару черных глаз. Нет, я люблю Владикавказ. Это последние строки из стихотворения Коста Хитагурова, которое он посвятил Владикавказу. Со столицей республики связаны разные периоды жизни поэта. Еще юный Коста учился здесь в мужской прогимназии. Затем, вернувшись из Петербурга, прожил во Владикавказе с 85 по 91 год. Этот период был самым счастливым в его жизни. Здесь же произошло одно из важнейших событий – знакомство с Анной Поповой. Она стала первой любовью и главной музой, вдохновляя Коста как поэта и художника. 1886 год. Александровский проспект. Коста впервые видит Анну, когда она вместе с другими гимназистками возвращается домой. С тех пор он ежедневно просиживает часами на одном и том же месте под тенистыми деревьями бульвара, чтобы обменяться с ней взглядом. Семья Поповых жила в двухэтажном особняке, ныне на улице Чермена-Баева. Многие годы все свое свободное время Коста проводит на бульваре напротив этого дома, либо на камне на берегу Терека, откуда хорошо было видно окна дома Анны. Нигде больше Коста не чувствует такого прилива вдохновения. Одним майским вечером он забрасывает в окно Анны акростих, который потом стал посвящением к поэме «Фатима». Первые буквы 12 строк были призывом «Аня, иди за мной». Образ Анны Коста отразил и в картине «Скорбящий ангел», чем навлек на себя обвинение в богохульстве. Полотно стало одной из самых известных работ Коста. Девушка была из обеспеченной семьи и на предложение выйти за него замуж ответила отказом. Позже Анна признается, что поэт был дорог ей, но семья противилась браку в силу разного положения в обществе. Отношения Коста не складывались и с властью. Поэта дважды отправляли в ссылку. Впервые в 1891 году. Причиной стал протест против закрытия Ольгинской школы во Владикавказе. На тот момент это было единственное учебное заведение для горянок. Школу не закрыли, но поэта выслали в Георгиевско-Остенское. Причиной второго изгнания была нелепая случайность. Дальний родственник и тезка Коста стал участником бытового инцидента, но в ссылку отправили поэта. И только в 1901 году Коста разрешили вновь вернуться во Владикавказ. В 1901 году по возвращению из Херсонской ссылки Коста поселился в доме на улице Бутырина. Он снимал 2 комнаты на первом этаже, где жил и работал. В отличие от других постояльцев, у него была возможность пользоваться отдельным входом. Именно здесь он завершил работу над этнографическим очерком, опубликовал свои статьи в газете «Казбек», принимал заказы по церковной и портретной живописи, реставрировал старые картины. К 120-летию со дня рождения Коста в здании создали дом-музей. С тех пор и по сей день музей как проводник в богатый и многогранный мир Коста. Знакомит гостей и жителей столицы с жизнью и творчеством поэта, писателя, художника, драматурга. В музее сохранилось совсем немного личных вещей Коста. Все они представляют особую ценность. К сожалению, не так много личных вещей Коста сохранилось до наших дней. Ну и тому были причины, я не буду сейчас об этом говорить, но даже то, что сохранилось, то небольшое количество этих предметов вызывает всегда большой интерес. Тем более каждый из этих предметов с очень интересной историей, потому что много лет эти предметы где-то находились, прежде чем они попали сюда в музей. Ну, например, посох. Многие, может быть, знают об истории этого предмета, мы часто об этом рассказываем, но, наверное, для тех, кто еще не знает, мы тоже расскажем. Этот посох когда-то Ольга Ливановна Хитагурова, сводная сестра Коста, после смерти Коста, после 40 дней со дня его смерти, подарила священнику Иосифу Гакаеву. Это был замечательный человек, который часто навещал больного Коста, и потом после смерти его отпевал. Очень тепло относился вообще к семье Коста и к Ольге тоже. И знак глубокой признательности и благодарности
Ольга Ливановна подарила ему этот посох. И, представляете, многие-многие годы потомки Иосифа Гагаева бережно хранили эту реликвию в доме, прежде чем она попала к нам. В интерьерах музея воссоздали обстановку и быт начала XX века. Здание сохранило тот вид, который имело при Коста. В экспозициях музея коллекция самых известных портретов Хитагурова. Полотна не оригинальные. Это копии к его работам, сделанные художниками в разные годы. Каждый зал музея знакомит гостей с разными периодами жизни Коста. Владикавказ, Петербург, Ставрополь. Здесь можно узнать малоизвестные факты о поэте, увидеть фрагменты его рукописей, фотографии. Несмотря на то, что Коста прожил в доме чуть больше года, его присутствие будто чувствуется до сих пор. Я, когда захожу в это здание, вот где проживал Коста, вот на эмоциональном уровне меня это очень сильно трогает. Конкретно даже не рисунки, не его работы, а вот то, что он дышал этим воздухом, он проживал вот в этих двух комнатах, меня это эмоционально очень сильно волнует. И вообще, что касается Коста, мне кажется, любой осетин это чувствует то, что я чувствую. Мне так кажется. Я бы очень хотела, чтобы на Коста равнялись вот наши молодые люди. Очень этого хочется, потому что он, мне кажется, святой просто. Или я так воспринимаю. Он для меня, я так его понимаю. Он святой. И мне бы хотелось, чтобы молодые люди тоже это поняли и это чувствовали. Коста для нас, прежде всего, без пафоса о нем тоже сложно говорить. Очень сложно говорить, но я скажу откровенно, это совесть наша. Вот я его так чувствую. Когда, допустим, у нас происходят какие-то события, которые не принимаются народом, отношения наши к нашему языку, к нашей культуре, к каким-то нашим национальным ценностям, традициям и так далее нарушаются, бывает такое, что говорят, то сразу вспоминаешь Коста, вот его бережное отношение ко всему родному, ко всему осетинскому, ко всей нашей культуре. И сразу думаешь, вот Коста, который считается основоположником осетинского литературного языка, по сути дела на осетинском языке написал одну единственную книгу. Но сколько лет он над этой книгой работал? Как он отрабатывал, как он оттачивал каждое слово, потому что он, как Ольга потом писала после его смерти, с самого начала Коста задумывал это произведение, эту книгу, как учебное пособие, как образец литературного языка. Вот это его, откуда в нем это было? Оставить своему народу вот эту книгу, которая является образцом осетинского литературного языка и является таким памятником не просто языку, но культуре нашей. Потому что, по большому счету, это энциклопедия осетинской жизни. Да и другие произведения тоже. Творческое наследие Коста бесценно и многогранно. Интерес к его личности не угасает. Музей постоянно посещают как жители республики, так и туристы. Частыми гостями в последние годы стали и юные почитатели творчества Коста, воспитанники детских садов. Тежмага мама кашма фида жарон, гажарда мама кашма жарда комп, я фида фандиак, камвае фыртар, лапуйра диак, давай авжар, да добыл, да кадал, да барин махи, да уаз мама адал фандол хоршками, а что пала кажет, аж барак тада, ах шаргарта шлаши, бабот да убадан. Коштама, айларта Михал. Хета чифрт окушта тахуда, куаишма назыллаян агаш, дештырсыт андон хохауна суда, рух шурауда саштыта ангаш, ракашма нахик ошта да ирма, фекушам да фарнайзак калаш, наргом шаон цахарвы ирдма, эх, даулкут фасинканин аж. После многих лет жизни на частных квартирах, у друзей, в гостиницах Коста приобрел хороший участок на средства, вырученные за написание картин, икон и портретов. Коста начал строить дом с радостной надеждой. Он мечтал о семье. Хотел привезти сюда молодую супругу. Летом 1902 года Коста обручился с Лёлей Хурумовой. Но надежда на семейное счастье оказалась призрачной. Девушка, как и сам поэт, болела туберкулезом.
В 1905 году болезнь подкосила ее. Достроить дом Коста так и не смог, ухудшилось состояние здоровья. Он пережил свою невесту всего на год. Сегодня этот дом как памятник о несбывшейся мечте Коста о семейной жизни.